Всем привет! В этом видео я хочу показать, как я буду шить казахское национальное платье для своей старшей дочери. Буду использовать следующие материалы: капрон, на подклад атлас и стрейч-велюр, ну и потайную молнию. Я сделала выкройки из туники дочи, которая более облегает тело. Немножечко изменила в горловине. Спереди в местах проймы будет поглубже. Также скроила рукав. В этой части будет идти велюр. Это же у нас идет продолжение рукава из капрона, который будет идти с воланами. Также я скроила у нас в местах, где буду соединять юбку с верхней части платья, мы решили сделать такую вот вставочку. Она будет у нас из велюра. Вот в этом месте будет как бы юбочка небольшая поверх юбки. Ну и выкроила для нашей юбки вот такая вот у нас выкройка. В этом месте равна половине талии, половина объема талии. Это у нас перед. Спинка состоит из двух частей, потому что я буду вставлять потайную молнию. И вместе горловины здесь будет у нас уже повыше. Рукава. Вот. Для вставки юбочки из велюра так вот скроили из капрона юбку. Да, у нас получилась такая. Длина у нас будет до ног. Так захотела доча. И продолжение рукавов. Теперь я соединяю детали спинки с булавками в плечевых и боковых местах. И прошью на верлаке. Также прошью рукава в этих местах и в этом. Вот я прошила на верлаке. Это спинка у нас. Здесь будет потайная молния.
Также подготавливаю юбку. Низ юбки обработала оверлоком, ролевым швом. Для рюш нарезала полосы из капрона шириной приблизительно 14-15 сантиметров. Эта полоса еще не обработанная оверлоком. Эта полоса у нас обработанная с двух сторон ролевым швом на оверлоке. Рюши буду пришивать снизу юбки. Начну на высоте примерно 13 сантиметров. Пришивать буду таким вот образом. Делать складки. Так буду примерно располагать. Здесь снизу прочертила я легонько ручкой, чтобы примерно уже видеть, по какой, примерно видеть, что по этой полосе буду вести строчку. Здесь будет проходить строчка. В этом месте каким образом я соединяю? Таким образом вот я соединяю, потом наживуливаю вручную, и далее я буду прошивать это на оверлоке. После того, когда я выверну, как здесь на этом рукаве, я на этом стыке буду прошивать еще третий ряд рюши. Здесь у меня 2. И третий будет на этом вот стыке соединения велюра с капроном. Вот пришила я третью рюш вручную. Теперь я прошью это сейчас на швейной машинке. Я обработала горловину оверлоком. Подготовила для нее рюшу. Таким вот образом. Ниткой я собрала гармошку. И теперь эту рюшу я буду распределять по всей горловине и прошивать на швейной машинке. Также я вручную пришила потайную молнию на спинке. Но у меня нет лапки для вшивания потайной молнии. Ну, просто я не нашла его в магазинах. Нет его у нас. И я стала пришивать потайную молнию обыкновенной лапкой, обычной лапкой. Таким вот образом. Установила молнию под лапку. И иголка должна попадать прямо впритык к молнии. Опускаем лапку. Левая лапка прям лежит на самой вот молнии. Да?
и потихоньку ведем строчку. Вот я пришила потайную молнию. Вот замок прямо ближе. Шов ближе к замку. Вот я пришила к горловине рюшу. Итак, верх наш готов. Теперь осталось нам соединить 3 детали. То есть это верх платья, низ юбки и между ними вот эту вот вставочку. Край я обработала оверлоком, ролевым швом. Сначала я наживлю вставочку к верхней части платья. Потом таким же образом я вручную присоединю к ней юбку. Потом далее буду прошивать на машинке. Закончила пошив данного платья. Пришила к нему подклад из атласа. Краила его по тому же принципу, как и краила юбку из капрона. Край обрабатывала на оверлоке ролевым швом. Получилась довольно пышная юбка. Орнаменты проглаживала горячим утюгом. Мастер-класс на головной убор я выкладывала ранее. Есть у меня на канале. Ссылку оставлю в описании. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Пока-пока!